Сезон жатвы озимых завершен. В дальнейших планах реализовать собранный урожай. А для этого нужно его обследовать для определения товарного качества. Россельхозцентр, взяв пробы из сельхозпредприятий, продолжает работу по установлению класса зерна. В лаборатории этим делом занимаются несколько сотрудников. Для начала зерно промалывают, а потом отправляют на инфраскан, где компьютер считывает процент белков, влаги и клейковидность. Процесс не занимает и 5 минут. Белок у нас 12,19, влага 10,99, клейковина 22,87. Эти показатели у нас, если чисто судить, белок – это 3 класс, клейковина где-то даже 3 не тянет, это уже 4 класса. И влага тоже показали, но у нас это не полный анализ. Для того, чтобы провести полный анализ, это мы проводим в лаборатории, уже определяем натуру, определяем зерновую примесь, сорную примесь, ИДК. Вот эти все показатели мы определяем, и только тогда мы можем отнести его, к какому классу зерно это относится. Остальные показатели проверяют уже в соседнем кабинете, проводят визуальные осмотры и определяют массу 100 крупинок зерна. За этот год Россельхозцентр определил товарные качества более 15 тысяч тонн урожая. Если раньше подобная процедура занимала около 1,5 часа, то сейчас при помощи инфраскана на исследование уходит не больше 10 минут. У нас раньше мы определяли качество, клейковину мы отмывали ее руками отмывали под проточной водой. А с тех пор, как мы получили вот это оборудование, инфраскан, конечно, этот труд у нас облегчился во много раз, вообще облегчился, потому что мы этот анализ проводим в течение 3-5 минут. Первые 3 класса относятся к ценным сортам пшеницы, и их применяют в мукомольной и хлебопекарной промышленности. Зерно 4 и 5 классов относится к твердым сортам. Также являются продовольственными, но предварительно смешиваются с высшими сортами, насыщенными более высокими показателями клейковины и белка. Последний 6 класс относится к фуражному типу и используется в основном для кормовых добавок. В первую очередь это чтобы производитель знал, какое зерно он произвел, а потребитель знал, что он покупает, что какого качества. У нас на этом аппарате мы определяем белок, влагу, клейковину. Также, если это на зерновых культурах, на масличных мы определяем масличность подсолнечника. Помимо этого у нас идет еще, мы определяем натуру. Это не одним показателем, не вот этими 3 показателями можно о качестве говорить. Мы о качестве говорим, когда у нас есть и зерновая примесь определяется, и сорная примесь, и минеральная примесь, и натура. В общем, все вот эти показатели мы отображаем. Проверки качества зерна также и нуждаются сами производители, так как на основе исследований они смогут поработать над качеством семян в следующем году. Часто на класс товарного зерна влияют возбудители разных болезней. В своей работе мы часто рекомендуем сельхозтоваропроизводителям добавлять при протравке семян такие препараты, биологические препараты, такие как псевдобактерин. Псевдобактерин вырабатывается на основе живых микроорганизмов из группы псевдомонас. Добавление при протравке семян, да и в дальнейшем при обработке уже в период вегетации посевов, дает хорошие результаты. Его наилучшие показатели при совмещении с гуминными кислотами. Такой препарат, как Гумат плюс 7 имеется в виду, это 7 элементов, которые добавляются в этот препарат, совместно с псевдобактерином дают наилучший показатель, вплоть до 20-30% добавки к урожаю. В целом, по данным Россельхозцентра Ингушетии, в этом году зерно наших производителей оценивается как высокого качества, что эффективно влияет на реализацию продукции на рынке. Адам Гулоев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.